Личная история. Почему я уехал из Таджикистана? Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете историю таджика, который по воле судьбы стал мигрантом. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы быть в курсе о всех новинках на нашем канале. Это история молодого таджика, который уехал из своей страны в поисках лучшей жизни. В достаточно молодом возрасте я женился, устроился работать бухгалтером. Но собственного жилья у семьи не было, а тетя решила продать квартиру, в которой они жили. Был собран семейный совет, на котором решили отдать двоих детей Алима бабушке и вместе с супругой, мамой и сестренкой поехать в Москву. Но только на 2 года. Этого времени должно было хватить, чтобы заработать на квартиру. После покупки квартиры больше ни слова о Москве, пообещал себе Алим. В Москву мы приехали в 2013 году. Я работал на стройке, жена швеей, мама поваром в кафе, а сестренка в авиакассе. За 2 года заработали на квартиру, и в 2015 я поехал в Душанбе, купил ее и сделал ремонт. Семья вернулась на родину. А потом встал вопрос, что делать дальше? В Таджикистане многое за это время изменилось, только работы больше не стало, а к Москве я уже привык. Когда мне предлагали работу, я автоматически сравнивал зарплату со своими московскими заработками. Спустя 4 месяца Алим вернулся в Москву. И весь 2016 год отработал таксистом. Потом заработки упали, и он пошел работать на стройку. Истек срок действия документов, съездил домой, забрал жену. Мы решили подавать на гражданство. С гражданством пока не получилось. На стройке мы сдали объект, и я 2 месяца не мог найти работу. Тогда решил отправить беременную 3-м ребенком супругу домой. Вам близка подобная история? Свои ответы пишите нам в комментарии под этим видео. В поисках работы Алим натолкнулся на сайт по трудоустройству мигрантов. Его пригласили в офис, куда молодой человек, который откликнулся на вакансию менеджера, пришел в костюме и галстуке. Именно в это время требовался промоутер раздавать в судах мигрантам листовки. Неделю молодой человек проработал промоутером, после чего Алиму предложили работать в офисе компании менеджером по работе с клиентами. Так Алим стал работать с мигрантами. Я всегда старался помогать соотечественникам. Если находил интересную вакансию, предлагал знакомым. Консультировал родственников, соседей, одноклассников. Бывали те, кто приезжал в Россию без знания языка, и их обманывали. Консультировал их. Теперь, если кому-то нужна помощь в оформлении документов, звонят мне, рассказывает он. Работой Алим доволен. Еще и в костюме хожу, смеется он. Я от метро до дома езжу в маршрутках. Водители-таджики постоянно спрашивают, где работаю. Раньше отшучивался, что на стройке, а костюм просто надел, чтобы в посольство сходить. А потом стал раздавать им визитки, чтобы в случае чего обращались за помощью. Что касается планов, Алим не загадывает. Знаете, мне важно приносить людям пользу, и еще я очень хочу, чтобы мама мной гордилась. Об этом я мечтаю. Я полжизни провел в России и всегда боялся привыкнуть к Москве. Никогда не забуду своих земляков, которые, возвращаясь с заработков, говорили мне: «Москва – это город мира, а ты сидишь в Душанбе. Москва же заразная». Вот и я уже заразился, но все равно хочу жить и работать у себя на родине. Как бы не было хорошо где-то, а дом все равно будет роднее всего. Думаю, многие со мной согласятся. На этом у нас все. Просим вас написать нам в комментарии темы, которые вы хотели, чтобы мы раскрыли в следующих роликах. Свои ответы пишите нам в комментарии под этим видео. Также оцените наше видео подпиской и лайком.